Привет! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на казахском языке, но хотели бы быстро и эффективно запоминать казахские слова, ну и, конечно, в дальнейшем, в будущем, начать разговаривать на нем и понимать на нем. Значит, сегодня мы будем рассматривать такой вид посуды, ну или посуда, или утварь, да? Поварёшка. Поварёшка. На казахском это будет звучать как шөміш, шөміш, шөміш. Для того, чтобы правильно произносить это слово, пожалуйста, загуглите это слово, загуглите произношение, потренируйтесь, послушайте несколько раз, прям много раз попроизносите так, чтобы вы могли правильно произносить это слово. Шөміш. Вот здесь вы видите такие специфические казахские буквы. Шөміш. Но я не буду вдаваться в произношение, я не буду вдаваться, что это за буквы, почему они так пишутся, почему они так произносятся. Наша задача просто запоминать слово путем большого количества тренировок. Для того, чтобы хорошо запомнить какое-либо слово, нужно посмотреть на сам предмет, либо посмотреть на его картинку. Ну, в данном случае сам предмет в доступности. Поэтому поварёшка. Шөміш. Ну, можно по-русски сказать по-другому. Черпак. Или там половник. Но поварёшка как-то, не знаю, мне, по крайней мере, более обычно. Шөміш. Теперь составляем предложение со словом шөміш. Она взяла шөміш и налила мне немножко супа. Шөміш предназначен для переливания каких-то жидких вещей. Бывает, в столовых бывают очень большие шөміш. Вот эти шөміш размером для бытовых нужд. В Казахстане иногда шөміш называют по-другому. Но мы выбираем такое более универсальное слово. В разных регионах могут отличаться названия шөміш. Шөміш также может быть пластмассовый, может быть силиконовый шөміш, может быть деревянный шөміш, неважно. Самое главное, функция шөміш – это переливать или наливать что-то жидкое, какую-то жидкую еду. Шөміш обычно у нас на кухне висит на специальном крючочке. Без шөміш очень сложно налить себе суп. Вот таким образом. Составляйте предложение со словом шөміш. Шөміш. Составляйте предложение до такого момента, пока вам не будет полностью понятно это слово, вы его не запомните. Вот прямо запомните на всю жизнь, так что вы в этой жизни точно не забудете. Для этого необходимо составить достаточно много количества предложений, достаточно много. В моем случае это иногда было и 40, и 50, и даже больше предложений. Я не могу вам сказать точное количество. Это все для каждого индивидуально. Но вы прям почувствуете, что это слово село в ваш как бы процессор, ваш мыслительный механизм, и вы никогда больше его не забудете. Вы сможете его с легкостью использовать в обычной жизни. Поэтому пишите комментарии, что у вас вышло. Я буду рада прочитать их. Я очень рада. Спасибо вам большое, что смотрите мои видео.
что хотите освоить еще что-то новое в своей жизни. И всего хорошего. Пока.